Друзья, добрый день! У нас сегодня в программе вот такой вот Toyota Crown Estate. Это у нас получается 170-й кузов, тот самый интересный Crown, который все любят. Это по сути единственный универсал, который может быть достаточно мощным, достаточно большим по объему. У них моторы 2,5, 3 литра, бывает у этих машин. Ну, название само говорит за себя, я думаю. Toyota Estate. Также они бывают, кстати, полноприводные, как вот эта версия. Сейчас мы пройдемся по кузову, залезем в салон, посмотрим. И вот салон легендарный. Посмотрим его багажник. Да, делал небольшой опрос, кстати, и все-таки все как один говорят, что Crown потерял. В следующем, имеется в виду, в 180-м кузове Crown потерял свою самобытность, свой стиль. Там уже пошли такие маркетинговые штучки. Посмотрите на эти линии. Он аутентичный, он ни на что не похожий. Сам по себе. Ему плевать вообще, какие есть машины, какие правила. То есть он такой, какой есть. И ему вообще без разницы. Смотрите. Во-первых, этот салон, да, то есть все насколько качественно сделано. Никакие панели здесь не трескаются. Никаких скрипов. По отношению к стиранию, да, то есть у этой машины 180 тысяч пробег. Посмотрите на сиденье. К примеру, у той же Subaru у нее бы уже все бы уже замученное было. У нее бы и подлокотник был вот этот бы замученный, и руль, и педали, и все было бы стерто. Здесь посмотрите, 180 тысяч пробег. Ну, чуть-чуть подтертый руль, немножечко есть такое, да, но, блин, ребят, машине почти 20 лет. Это 2001 год. Кстати говоря, такой аппарат, если привозить, ну, его цена реально, вот конкретно этого аппарата, стоимость самой машины в Японии, ну, где-то 30 тысяч рублей, примерно так. Вот как бы это смешно не было, но эта машина стоит копейки. Она стоит гораздо дешевле, чем Mark X, чем какие-то другие крауны, но по мне она легендарная. Качество отделки, качество салона, как закрываются двери, как выполнены кнопки. Вот эти все мелочи, они настолько досконально отработаны, что, ну, вот у нас бы на любой машине, мне кажется, уже спустя такое время с таким пробегом, хотя у нас пробег бы был не 180, а, наверное, 580 все-таки, это бы все стерлось, это бы все не работало, воздухозаборники бы уже были по 5-й раз переменены и так далее. То есть, а здесь все прекрасно работает, все открывается, закрывается, музыка, диски. 20-летняя машина. Ну здесь, ну да, есть мини-диск, есть обычный диск, есть, я так понимаю, кассетная дека даже. То есть на ваш вкус, для классиков, любителей, пожалуйста. Комплектация достаточно простая, на руле пусто, есть только круиз-контроль, электропакет, ничего такого сверхъестественного здесь нету. Камера даже отсутствует. Ну и коробка только в режиме зимы и стандартном режиме. Даже не отключается traction control, то есть чтобы поездить, поваливать на этой машине не получится. Эта машина такая, можно сказать, для семейных людей, для тех, кто ценит комфорт, спокойствие. На дороге ты едешь и не паришься, что у тебя что-то там где-то отвалится, сломается или еще что-то подобное. Так, теперь давайте. Заметили, как тихо было, да? Двери закрыл, полная шумоизоляция, реально работает. Теперь заглянем назад. Кстати, машина заведена, ее вообще практически не слышно. Вот так это все выглядит. Ну, красивый, да? Красивый, согласитесь. Шикарный вид. Блестящие такие вставочки под черное дерево. Вот они, кстати, смотрятся гораздо интереснее, чем желтое это дерево, которое было на том же Суарер. Здесь вот корона, это руль, посмотрите. Не скажешь, что 20-летняя машина. Да, есть какая-то старина, но сделано все равно на тот момент достаточно все современно. Здесь такие вот ручки кожаные, кармашки. Здесь ручка кожаная, нигде ничего не потертое. Здесь ручка. Вот тут посмотрите. Ну, все в таком достаточно прям. Все в таком шикарном состоянии. Здесь у нас что? Здесь у нас есть для задних пассажиров свет отдельный. Там тоже спереди свет. Ну и самое, конечно, интересное.
тема этой машины — это багажник. Давайте мы сейчас заглянем в багажник, и вы поймете вообще, зачем покупают эти эстеты. Так, переместимся к багажнику. Открывается он очень просто. Здесь есть кнопочка, за которую мы тянем, и попадаем в мир безграничного пространства Crown Estate. Смотрите, здесь есть вот такая вот шторка, если нужно, как во всех универсалах, закрыть багажник, чтобы никто ничего не видел, если нужно открыть. Помимо всего прочего, естественно, здесь складываются задние сиденья. Мы сейчас так, оп, эту штучку надо убирать. Оп. Вот так мы сложим. Ну и посмотрите, здесь пространства очень много. Честно, рулетку с собой не взял, но 2 метра здесь точно есть. 2 метра здесь есть. Вот, посмотрите. Места очень много. Возить можно холодильники. А машина по-прежнему так и заведена, так и работает. А ее не слышно. Вот такой вот интересный Crown Estate. Кому, ребят, интересно, пишите, звоните, подписывайтесь, ставьте лайки. Ну и мы будем продолжать в том же духе, снимать для вас обзоры. Поставьте лайк, если вам понравился этот эстет, и напишите свое мнение в комментариях. Все, я с вами прощаюсь. Всем пока.